Дорогие друзья, снова в эфире программа «Подворье». У меня в руках вот такая вот удивительная вещь. Это сутажный шнур. Для чего он нужен? Сутажная вышивка, которая зародилась на рубеже 14-16 веков во Франции. И вначале с помощью вот таких шнуров женщины украшали свои платья. Ну, в общем, в основном, конечно, это аристократы. А затем подхватили вышивку сутажную кто? Мужчины. Какие? Военные. И, кстати говоря, с приходом сутажного мастерства в Россию во времена Петра Великого, Первого, именно сутажная вышивка также была привилегией, но уже мужского костюма и костюма военного. С помощью этого шнура что может появиться в умелых руках мастера? Ну, многие думают, да, что мы это сутаж мы не шьем, а именно приклеиваем. А мы клеем вообще не пользуемся, но мы все это дело вышиваем. И из сутажа вот такой веревочки у нас получается вот такие красоты. Шикарные изделия. Каждое изделие я вышиваю именно ниткой мононить 0,15. И клеем только пользуемся, когда мы работаем с камушками или с натуральными камнями, с кабошонами. У дизайнеров очень много фантазий. Все вот именно, это не только декор вот украшения, да, или декор вот одежды, а именно может быть и сумочкой, и браслетами, или декорацией к шубе, к шапке. У фантазии у мастериц очень-очень много сейчас. Ульяна, я знаю, что вы стали одной из первых использовать в сутажном мастерстве именно наш национальный колорит. Это где-то 5 лет назад я именно стала делать якутские украшения, именно используя, шила узоры, подходящие под канон вот, лира. И оно у меня так быстро схватилось, я стала делать именно большие украшения: илинки, бигер, бастынга, бөгөр, сережки якутские. И все мастерицы уже подхватили вот эти узоры, и мои узоры и вот украшения ушли в народ. Все стали использовать узоры именно вот, которые я внедрила в сутажную технику. Крупные украшения, вот именно нас в то время останавливало, да, мы думали, ой, мы вообще это не сможем шить, ничего. И вот сидела, муж тоже говорит, да давай попробуй, что получится, не получится. Ну, первое сделала, мне как бы не очень понравилось, но я сделала фотографию и выставила в Инстаграме. И там такой фурор был, да, Ого. И все, я уже как бы окрылилась и уже начала вот потихоньку уже делать бастынга, бөгөр, и все уже у меня как бы ушло в народ. Ваши вот изделия, они сегодня каким образом находят своих почитательниц, покупательниц? Сперва я где-то 6 лет назад я начала вот именно заниматься мастерством сутажной вышивкой. И в то время, как вы все помните, да, был WhatsApp группы. И у нас была очень хорошая группа именно сутажница, мастерица вот, в WhatsApp. После этого я включилась в Инстаграм, тоже как бы неизведанно, и стала туда опубликовать свои вот изделия. И у меня уже по мере вот уже появились свои почитатели, появились уже свои покупательницы. В данное время у меня больше 10 тысяч подписчиков, и очень много именно вот покупателей не только из Якутии, да, но и за пределами России, ну, по всему миру. Я сейчас сижу и продаю свои изделия. До меня в Якутии уже были мастерицы, но их было очень мало. И информации вот как по самой вот этой технике, да, мы искали, вот я искала именно такую группу, да, чтобы там была именно вот эта техника. И я вот нашла именно такую группу, и там мы вместе с девушками сидели, общались, материалы вот там же вместе закупали и все творили.
Мы каждый свои изделия показывали друг другу. Прямо такой восторг был. И все это нас окрыляло, и мы уже 6-й год я сижу и вот занимаюсь этим делом. Шикарные вещи у вас. А вы помните свою первую вещь? Ой, да. Это все начиналось с маленького цветочка. Я увидела маленький цветочек, да, сардана. И это у нас мастерица есть такая, Екатерина Картаева. Она вот на такой цветочек. Я ее специально нашла и стала шить вот именно. Мое первое украшение, ой, я и тут не поставила, оказывается. Мое первое украшение именно было вот сережки сардана. И потом я дополнительно как бы к ним шила уже колье от себя, да, добавила. И у меня вот получился полный комплект. А самое любимое, что вы любите вот из всего? Создавать комплекты или конкретно у вас серьги получается лучше? Может быть, броши? Я вот именно люблю комплекты. Именно вот такие объемные, большие комплекты. Это я шью. Ну, я уже как бы приноровилась, да? Могу шить один день, вот сидеть и шить, да, или могу вот как бы свое вдохновение продлить, да, и шить неделями. Это вот, да, как получается. Какие инструменты необходимы для того, чтобы начать заниматься вот этим видом искусства? Сперва-наперво главным делом нам нужен сутаж. Очень много вопросов бывает насчет этого материала, потому что же новички ничего не знают. Надо именно начинать с самого сутажа. К примеру, у нас сутаж есть разный, да? Вот белорусский, он очень жесткий. С ним работать, конечно, трудновато, но выходит очень красивые украшения. Вот ширина 2,6. Также мой любимый сутаж, которым я пользуюсь, именно вот турецкий. Он помягче и средней жесткости. Да, действительно, я вот это своим вот, похоже на новичкам, проволочку. своим ученицам, да, именно предлагаю выбрать одну из двух из этих сутажей. Также вот есть российские, но это уже на любителя. Начинающим начинайте с сутажа. Китайские вообще не берите, тайские тоже как бы для новичка тоже сложновато, поэтому берите или белорусский, или же турецкий. А цветовая гамма, там море, да, можно любой взять, и они бывают вот металлизированные или же из хлопка. Также у нас основным инструментом и материалом, конечно же, является наша нитка. Шью я из мононити 0,15. Также фетр. Фетр я использую 1 миллиметр. Он у меня жесткий. Ну, тонкий, да, почему тонкий я беру именно? Потому что мы в ходе дела мы приклеиваем наши, ну я еще покажу, мы приклеиваем к фетру наши вот эти камушки. А именно для этого нам нужен клей особо прочный. Почему особо прочный я выбираю, а не вот прозрачный, да? Потому что цепкость этого клея очень хорошая, оно не отлупается, чем вот этот гель прозрачный. Также вот инструменты для маленьких деталей мы используем вот такой пинцет и вот такие вот подручные, но это для уже фурнитуры, цепочек. И главный инструмент это зажигалка, чтобы прижигать вот остатки сутажа. Также острые ножницы. Они какие-то специальные или... Ножницы, да. Нет, ножницы именно нужны вот острые. У меня вот эти цапельки, да, я тоже своим рекомендую именно вот цапельки. А я покупала это в Али, и они мне уже, верой и правдой, служат где-то уже 6-й или 5-й год. То есть это необычные все-таки ножницы? Нет, они совсем обычные, просто форма у них такая. Эти цапелек. Она удобная и очень острая, поэтому... Главное, вот острый и удобный для себя ножницы. Скажите, а вот эти вот щипчики, похожие на сахарокол, где вы это? Работаем же не только, вот фурнитуры бывают разные, да, вот, к примеру, вот мы соединяем это все пинами.
Вот для чего нам нужен вот эта кусачка. Пиной мы укорачиваем и вот таким способом закругляем вот этим инструментом. И у нас получается, вот видите, вот такая красота. Ну вот, допустим, вот эти ножнички, цапельки, сколько они стоят по стоимости? Ой, вали они недорогие. Ага. Ну, недорогие как? Ну, для Это кого-то. где-то в пределах 100 рублей. А вот эти щипчики? Шипчики тоже я покупала набором в магазине. Они были, ой, давно покупала, где-то, наверное, 700-500 были, я уже не помню. Скажите, вот обычно бывает проблема с заточкой. Вот. Они же просто... Нет, там заточка То есть не заточка нужна. здесь не нужна. А на ножницах? Я не затачиваю, они у меня как служили, так и служат. Ну, тут заточить не получится, поэтому как бы уже стала, ну, уже не выкраивает, уже она как бы у меня бракованная, надо покупать новые. А в магазинах, это в Якутске есть, все в магазинах, они в пределах где-то 1000 вот ножницы. В наших магазинах уже все есть. И сутаж есть, и все клей есть. А скажите, вот этот вот, допустим, сутаж, производства Беларуси. Сколько он стоит? Он дешевле, чем, вот как вы говорили, это из Турции, да? Ага, турецкий. Ну, они по цене, конечно, вот белорусские подешевле. Вот бобина, называем бобиной, да? Где-то 25 метров, он стоит 140 рублей, 150 рублей. Скажите, вот на колье, допустим, вот этой одной бобины хватает или нужно побольше? Если один цвет, да, 25 метров один, я вот беру именно несколько цветов тоже, чтобы узоры у нас как бы между собой перекликались, да, чтобы был виден мой узор, который я там шью. Поэтому я беру несколько слоев сутажа. И вот, к примеру, вот для этого, для одного украшения 15 метров одного и 15 метров второго. То есть у меня в общем уходит где-то 30 метров сутажа. А вот в таких вот пачечках, ну, в принципе, они же тоже как бы разные, вот да? эти пачки мы перематываем. Бобины, как вы говорите, да? То есть здесь больше, здесь меньше. Ага, тут 50, тут 25. Это метр 11. Ну, я вот эти все заказываю из Краснодара. А вот если сравнить по толщине вот эти две нити, да, ну, вот эти два шнура, они одинаковые. Да. То есть это имеет значение толщина? Они все одинаковые? Ну, для новичков я, конечно, рекомендую, чтобы они шили с одинаковой толщиной. Потому что, вот видите, да, вот это у меня уже толщина 3 миллиметра. А неумелые могут вот этот делать все сломать, да, и у них узор некрасиво вот с лицевой стороны может выходить из-за того, что один слой сутажа у них 2,6, а один 3,5. Так что вот новички, которые вы хотите шить, я вам рекомендую именно заниматься с одним видом сутажа и с одной шириной. А вот новичкам, что для начала можно выполнить? Ну, такой вот элемент какой-то. Может, брошку небольшую вначале? Не замахиваться на комплекты. Сейчас я делаю именно мастер-классы, да, в WhatsApp. И мы делаем, я начинала с маленького, ну, сережки, потом кулон, потом уже большие вот такие объемные уже комплекты мы стали шить. Одни из последних, ну, дополняя как бы, мы сперва шили сережки, к сережкам как бы колье, колье уже кулон, вот уже добавляем браслет. И все вот потихоньку у моих учениц уже собирается уже весь комплект украшения. Они, ну, рады. А заказывают вам женщины в основном, наверное, да? Да, нет, То есть мужчины тоже заказывают. тоже? Ага, как для подарка, для жен. У меня и в подписках тоже очень много мужчин, они как бы очень хорошо реагируют на... Ценят красоту. Да, ценят мужчин очень много на самом деле.
и женам не один раз покупает, да, вот украшения, а именно вот несколько раз. У меня был такой случай, мужчина заказал украшение, потом дочке заказал, потом сестре заказал, и вот уже несколько мужчин вот так были, не одно украшение, а именно несколько украшений. Ну, то есть действительно это очень достойный Да, подарок. да, и это вот означает, что как бы они ценят вот труд. И вот красоту. такую красоту. По ценам можете нас как-то сориентировать? Например, вот такие вот изделия, вот это, ну вот камушки какие-то, да? Вы работаете с натуральными камнями в основном или Нет, мы с разными? работаем с разными материалами. Мгм. То есть у нас вот такие вот есть бусины, они стеклянные. Также есть вот могу работать, ну это исходя из заказа, да. Но это натуральный камень. Это лунный камень. И также в этих камушках тоже могу использовать стеклянные, могу использовать и натуральные камушки. Также вот такие именно стеклянные. И вот такие кабошоны, мы с ними работаем. А Ну, со кабошоны всеми это материалами тоже, мы работаем. это Это тоже как как бы- камея, Мгм. Ну, для брошки, для кулона, вот эти очень хороши. В среднем, например, для одного изделия, ну, например, для колье. Я вот именно продаю готовые материалы, да, в каждых мастер-классах. И она там, цена где-то колеблется 500. Ну, если маленький, да, конечно, материал то уходит мало. Поэтому где-то в районах 500 рублей. Но если самим собирать, это уже получается там намного выше, потому что там же поштучно не дают в магазинах, там в нитках, будут бусы, бисер тоже в упаковке, поэтому такую цену тоже надо учитывать каждый раз, когда идешь в магазин покупать то ли иное для того или иного украшения материал, то готовься раскошелиться, да, потому что там где-то будет в пределах 2-3 тысяч, Мгм. если самим покупать. Ну, по материалам что можно использовать, кроме вот этого шнура, как мы выяснили, это натуральные камни, какие-то бусины, что еще? Стразовые ленты. Как видите, да, я во многих украшениях уже стразовые ленты использую. Они вот как бы дают дополнительный блеск и вот нежность дают именно вот стразовые ленты. И очень много вот бисер, все разные бисеры. К примеру, вот там, если в том украшении видите, да, керамическое лицо там есть. И там это украшение вышито, там не только сутажная техника, да, там и техника бисера, и несколько техник вот вышивки. Там где-то 3-4 техники в одном этом украшении. Поэтому вот заказы, вот какие поступают заказы, у них фантазии очень много у людей. Я вот эти фантазии их вот все воплощаю в идею. Целое украшение, которое со своей изюминкой, скажем, да. Но это целое произведение настоящее декоративно-прикладного искусства. Вот такое вот декоративно-прикладное искусство – это как раз то, что можно применять у себя дома, сидя долгими зимними вечерами, создавать вот такую вот красоту, которая будет радовать не только вас, но и ваших близких, друзей, а может быть и найдется масса других людей, которым это понравится и которые захотят это купить у вас. Bum 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 bum.